что вам удалось добиться за этот срок? Возможно, были какие-то разочарования? И какие главные цели вы намечаете на оставшееся время? Наиболее значимые дела, которые нам удалось сделать, я их перечислю. То, во что было вложено много сил, энергии, это противодействие эпидемии. Это ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, в которых пострадало 1337 человек. Мы на это дело выделили 180 миллионов рублей. На борьбу с пандемией почти под 1 миллиард рублей. Хотел бы отметить качественное улучшение работы Министерства по налогам и сборам, Государственного таможенного комитета. В рамках их деятельности стало возможным расходовать такие деньги собственные на решение вот этих обозначенных выше проблем. Мы запустили жилищную программу, в рамках которой оказываем финансовую поддержку семьям определенной категории. Определенное количество граждан получили квартиры, помогли мы им. Но существенно важное, на мой взгляд, дело, которое было сделано, повышение заработной платы органов внутренних дел и службы государственной безопасности на 75%. Правоохранители в течение 2 лет получили более 110 новых транспортных средств. Такого масштабного технического оснащения не было в новейшей истории Абхазии. Теперь, наверное, вы со мной согласитесь с тем, что повышение обороноспособности на этом историческом этапе – это очень важная история. Поэтому мы существенно увеличили бюджет Министерства обороны. Мы занимаемся реализацией конкретных мер по повышению мобилизационной готовности наших вооруженных сил и в целом вооруженных сил. Есть вещи, которые я могу говорить, есть вещи, о которых я говорить не могу. Кстати, кое-кого можем повести, показать в закрытом режиме, о чем идет речь. Для меня это очень было важно. Я из 7 учителей, из 7 педагогов. С поддержкой Российской Федерации мы за 1,5 года обеспечили бесплатно наши образовательные учреждения около 200 тысяч книг, учебных книг. По-моему, это хорошая история, мне так представляется. Далее, безвозмездная материальная помощь нуждающимся гражданам, прямая адресная помощь. Такую помощь получили 7746 человек на сумму 628 миллионов рублей. У каждого была острая проблема. Значительная часть из них болели тяжелыми заболеваниями. Часть из них должны были оплатить обучение детей. Часть из них иную проблему имели. Это не предусмотрено бюджетом, это с разных резервный фонд президента и так далее. Подчеркиваю, хочу отметить, 7746 человек адресную помощь на сумму 628 миллионов рублей. И еще один вопрос, который для меня был очень важным, для меня он имел особое значение, сакральное значение. Это восстановление дома-музея Нестора Лакоба. В этом году, я надеюсь, мы эту работу завершим. Выдающегося государственного деятеля Абхазии. Дальше, не буду перечислять дальше. Думаю, этого достаточно. Могу, но не буду. Какие планы? Планы простые. Работать. Это я перечислил то, что мы смогли сделать. Перечень того, что мы не успели сделать, тоже существенное. И мы должны этим заниматься. Я не думаю о том, что сегодня уже прошло 3 года, осталось 2 года. Я занят делом и буду заниматься делом, отведенное мне время.